Сейчас под строительство спортобъекта рассматривается участок, удобно расположенный в районе дорожной развязки к аэропорту Магаз. Возведение нового комплекса с плавательным бассейном, универсальным игровым залом площадью более 1000 квадратных метров уже заложено федеральным проектом «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография» на 2023 год. Более того, по данным Минспорта Ингушетии, при оперативной подготовке проектно-сметной документации и согласовании в ближайшее время участка строительства возможно его реализация раньше. Также стоит отметить, что необходимость ускорения сроков обусловлена ветхим состоянием старого спорткомплекса имени Байали Дзаурова, которое находится рядом с Сунжинским домом культуры, востребованного среди молодежи, но не отвечающего запросам современности. Беда в том, что у нас детские сады, школы, мы уже скоро в горы переедем. Я поэтому и сказал, и надо, и сейчас объект вот этот спортивный, тоже хотели туда, Белоглинки его. Потому что, прямо говорю, совести нет муниципалитетов. Я имею в виду не сегодня, завтра, а там 10 лет назад. Они вот раздербанили это, извиняюсь за такое слово. Кроме того, тут кадастр, Росреестр зафиксировали. Поэтому нам сегодня нужно все эти объекты социальные. Ну вот представь себе, какой ребенок в гору попрется спортом заниматься. Через железную дорогу. Я, во-первых, благодарен очень, что этот участок нашли. Хотел бы, чтобы его оформили. Он удобный, он для детей хороший. Там и можно и сделать не только, да, там и стадион, и площадку спортивную, чтобы и летом можно было использовать. Глава республики рекомендовал руководителю Росреестра по региону Росахдалгиевой совместно с Минимуществом Ингушетии рассмотреть вопрос передачи заявленного участка, который в списке выделенных под строительство соцобъектов земель, из федеральной собственности в региональную, чтобы форсировать последующие проектные процессы. В свою очередь Росахдалгиева отметила, что сложностей с этим не возникнет. Понимаете, если вы не будете видеть кусок земли, объект, представьте себе, что там дети. Продумать нужно. Очень хорошее место. Потом у Министерства спорта продумайте все. То есть там такой объект должен быть, чтобы он показательный был. Потому что 3 гектара же там земли. Да? И что можно там еще поставить? При этом стороны заключили, что в перспективе власти рассмотрят возможность преобразования нового объекта в спортгородок с футбольным полем и парковкой, игровыми площадками, а находящийся вблизи Сунжинского дома культуры и в границах прилегающего сквера ФОК будет демонтирован только после строительства нового.